Доброе утро, уважаемые родители, коллеги. Я надеюсь, нас слышно, нас видно. Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа детский сад номер 1 города Воркуты. Мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей, законных представителей детей дошкольного возраста. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону, или вы можете задавать свои вопросы по электронной почте. По любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. И сегодня, уважаемые слушатели, наверняка уже ни у кого не вызывает сомнения, что заниматься развитием ребенка необходимо с самого раннего возраста. Именно тогда, в раннем возрасте, в малыше закладывается основа его интеллектуальных способностей и характера. Одна из самых эффективных развивающих игрушек – это безикуб, или безиборд, как его еще называют. Главная задача безикуба – предоставление ребенку интересных и безопасных объектов для самостоятельного исследования. И сегодня на нашей встрече мы предлагаем вам рассмотреть виды безикубов и обсудить вопросы о том, как устроена игровая панель, с какого возраста рекомендуется использовать безикубы и как их правильно подбирать в каждом индивидуальном случае. И сейчас я с удовольствием представляю вашему вниманию учителя-логопеда нашего учреждения Тихонову Татьяну Григорьевну. Татьяна Григорьевна, доброе утро. Доброе утро. О важности развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста говорят, пожалуй, очень давно. Дело в том, что в головном центре, в головном мозге, в самом центре головного мозга, отвечающие за движение пальцев и отвечающие за речь, находятся практически рядом, близко. Поэтому, развивая мелкую моторику, мы стимулируем соответствующие центры головного мозга, отвечающие за речь. Поэтому очень важно соединять речь с движением. Известный российский педагог Василий Александрович Сухомлинский одним из первых заговорил о взаимосвязи мелкой моторики и речевого развития. И в своей самой главной книге, которая называется «Сердце даю детям», которая, кстати, посмертно удостоена государственной премии в 1974 году, говорит о том, как важно превратить ребенка не в хранилище знаний, не в кладовую истин, правил и формул, а научить его думать. Сама природа детского сознания, детской памяти требует, чтобы перед малышом ни на минуту не закрывался яркий окружающий мир с его закономерностями. Василий Александрович рекомендовал уже с самого младенчества массировать пальчики ребенка, тем самым активизируя работу соответствующих центров головного мозга. И далее привносить в игровую деятельность малыша не игрушки, позволяющие задействовать пальчики, мелкую моторику. Что же такое моторика? Это два термина, которые объединяют мелкая, это тонкая моторика, и крупная общая моторика. Имеют одно и то же в названии моторика, от латинского движения, двигательная активность организма или отдельных органов. Стоит заметить, что под моторикой понимают не просто движение, а последовательность движений, которые в своей совокупности нужны для выполнения определенной какой-нибудь задачи. В качестве примера будем открывать входную дверь к гостю. Вот мы услышали звук звонка. Подошли к двери. Вот мы уже стоим лицом к этой двери лицом. Открывать дверь – это задача. Чтобы ее выполнить, нам нужно поднять руку до уровня дверной ручки. Мы делаем это, согнув руку в локте, слегка вытягивая вперед. Затем же надо взяться нам за дверную ручку, для чего мы сначала разжимаем пальцы руки, дотрагиваемся до ручки, а затем сжимаем пальцы, обхватываем ее руками. Затем движением руки нажимаем на ручку вниз, чтобы открыть замок, и после этого толкаем рукой дверь.
Вся эта последовательность движений и называется «открыть дверь». Видите, как много операций надо было выполнить, чтобы сделать простую задачу «открыть дверь». Любое наше действие, движение – это результат двух различных видов деятельности. Как вы думаете, каких? Умственной и физической. Для осуществления осознанного, то есть произвольного движения, человеку необходимы кости, мышцы, мозг, нервы, а также и все органы чувств. Это значит, для того, чтобы совершить движение, нам требуется слаженная работа нескольких систем организма. Двигательные, или еще по-другому называют костно-мышечные. Это кости и мышцы. Нервные, это головной и спинной мозг. А также система органов чувств. Это и глаза, уши, рецепторы обоняния, вкуса, тактильные. Для того, чтобы развивать это все, необходимо разнообразить деятельность ребенка. И одна из самых эффективных игрушек, включающих сложную эту систему, является визиборд. Визиборд от английского «занимательная доска». Обратите внимание, какие могут быть разные. Это деревянная доска с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка. Главная задача визиборда – это предоставление ребенку интересных и безопасных объектов для самостоятельного исследования. Как устроена панель визиборд? Визиборд – это панель, на которой расположены различные движущиеся предметы, способные увлечь ребенка и надолго вовлечь его в игру с ними. Как правило, это обычные вещи, вызывающие интерес у малыша, но с которыми нельзя играть всегда в безопасности. Представьте, ребенок взял бы вилку и стал бы подходить к розетке, наверное, вызвало бы у всех массу тревог. А тут ребенок запросто вставляет вилку в розетку, открывает замки, закрывает их, открывает шпингалет и закрывает, пользуется различными крючками. Также часто можно встретить различные шнурки, веревочки с пуговичками и с бусинами на них, звоночки, любые другие детали, которые можно открывать, закрывать, передвигать, зажимать. Благодаря всем этим элементам ребенок учится правильно использовать те или иные предметы. Но важно, чтобы ребенок понимал, для чего они нужны. То есть он не просто механически выполнял, а чтобы он понимал, для чего это нужно. Так замки должны закрывать и открывать какие-то дверцы. Выключатели должны управлять световыми или звуковыми элементами, а застежки, соответственно, должны застегивать. Очень часто спрашивают родители на консультации, с какого же возраста можно применять визиборд для развития ребенка. Сегодня уже никого нет сомнений, что заниматься развитием ребенка необходимо с самого раннего возраста. Иногда в малыше закладывается, очень рано закладывается в малыше основа для его интеллектуальных способностей и характера. Одно из преимуществ развивающих панели визиборд – это отсутствие возрастных ограничений. То есть можно с любого возраста. Я даже видела в литературе, что можно из 4, с 5, с 6 месяцев. Когда интересно будет ребенку подходить к этой панели. Некоторые дети проявляют интерес в возрасте 6 месяцев, но я читала, что и раньше. Когда находится в руках у мамы, он может повернуться, если он заинтересовался, можете и сами в 4 месяца, допустим, еще рано какие-то движения выполнять, может мама сама выполнять и вызвать интерес к этой игровой панели. Чаще всего к визибордам подходят, конечно же, в возрасте 5-6 лет, но я считаю, что это поздновато. Мне кажется, они могут и раньше. Как подбирать визиборд? Подбирается визиборд в зависимости от возраста и потребностей ребенка. У всех детей потребности разные, на это знаем. Их обычно разделить можно на несколько видов. Самый, что ни на есть, классический визиборд – это обычная одинарная доска с развивающими элементами. Его размеры могут варьироваться от дорожных маленьких компактных вариантов до метра в ширину. При этом высота не должна превышать 60 см. Классический визиборд книжка, обратите внимание, это развивающая доска состоит из 2 частей, которые крепко скреплены между собой и надежно фиксируются в рабочем положении. Конструкция напоминает мольберт. Развивающие элементы могут располагаться как на одной, так и на 2 сторонах этой доски. Обратите внимание, ее можно сложить, она легко, компактно, можно ее держать. Так, когда поставишь, можно работать и на столе, и на полу. То есть это очень удобная вещь.
Классический бизиборд разные формы. Это такие доски обычно выполняют в виде животных. Обратите внимание, какие тут веселые животные. Возможно, что веселые образы смогут привлечь ребенка. В то же время они отвлекают его внимание от основной функции доски – развивать моторику. К тому же ограниченность формы отображается на наполнении бизиборда. То есть сначала ребенок видит, что это зайчик, а потом уже забывает о нем, потому что его надо включить, выключить, застегнуть, пристегнуть. То есть форма нужна для того, чтобы привлечь первоначальное внимание, особенно малышей. Бизиборды – это бизибоксы, это кубы с функциональными сторонами и, как следствие, с большим количеством развивающих моделей. Смотрите, насколько увеличивается площадь самого бизиборда. Бизибокс, благодаря своей форме, может выступать в роли ящика для игрушек. Единственный минус – это сложная транспортировка. Если вы будете где-то заказывать, конечно, очень сложно будет откуда-то привезти. Есть еще и мягкий бизиборд. Они подходят для самых маленьких. Обратите внимание, вот бизиборд для самых маленьких. Он абсолютно безопасен. Единственное, что надо его время от времени обрабатывать, потому что чтобы не прилипали туда разные микробы. Они подходят для самых маленьких, обладают большим количеством разных элементов для тактильных ощущений. Мешочки с наполнителями, разные виды ткани, липучки, шнурки, кармашки. Тканевая основа ограничивает разнообразие развивалок, но зато ее можно использовать с самого раннего возраста, с 6 месяцев, когда ребенок только-только учится сидеть. Ну еще один плюс. Многие мамы могут изготовить его сами. И такие бизиборды можно не только такие, можно еще добавлять какие-то элементы, ну, на предусмотрение родителей. Сделаны эти развивающие игрушки из экологически чистых материалов и имеют много уникальных сторон для развития мелкой моторики и адаптации навыков малыша к внешним условиям. Еще один вариант. Отличный дорожный вариант. Если у вас случаются частые поездки, а планшет малышу давать не хочется, то бизиборд станет настоящим спасением для вас. Все элементы надежно закреплены и продуманы таким образом, что малыш не сможет повредиться в процессе поездки, а поездка с бизибордом станет намного увлекательнее. Обратите внимание, он будет поворачивать покрутит, повертит, посмотрит, что на другой стороне. То есть он будет занят дорогой. Приобрести качественный красочный бизиборд вы можете в интернет-магазинах. Бизиборд можно изготовить и самостоятельно. Современные родители, это, как правило, продвинутые родители, которые создают для своих детей очень много развивающих игр и пособий. Какие же игровые элементы встречаются, можно включить в ваш самостоятельно сделанный бизиборд? Это и застежки, шнурки, липучки, молнии, замочки, замки с крючком, дверные цепочки, шпингалеты, счеты, часы, лабиринты, магниты, мозаика с геометрическими фигурами, выключатели, кнопки, розетки, световые и звуковые модули, зиппер, это молния, вращающийся разноцветный барабан со счетом, сортер с разноцветными фигурками разных форм и даже ящик-тайничок. Как же бизиборды влияют на развитие ребенка? Научно и экспериментально доказано, что детям, чью мелкую моторику активно развивали, проще дается учеба и усвоение нового материала. Их речь развита лучше. Кроме того, бизиборд его вариант развивает в ребенке способность концентрироваться на выполняемой задаче, формирует усидчивость и терпение. Играя с деталями развивающей доски, малышу приходится учиться делать различные мелкие движения пальчиками, ведь каждая деталь требует особого подхода. Но из-за того, что обучение этим движениям происходит в процессе игры, ребенок не устает и с удовольствием вовлекается в этот развивающий процесс. Благодаря яркому красочному оформлению доска выглядит привлекательной для детей, а обилие движущихся в разных направлениях деталей, издающих при этом различные звуки, отличаются на ощупь, способны надолго увлечь даже самого активного малыша непоседа. Татьяна Григорьевна, спасибо вам большое за столь развернутый и полный рассказ о плюсах и минусах использования в работе с детьми, да, в развитии детей, бизикубов, бизибордов, бизикубиков и так далее, бизитомиков. Спасибо вам большое. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, в чате. А я и Татьяна Григорьевна, и мои коллеги обязательно на них ответят. Я предоставляю слово педагогу-психологу нашего учреждения Санцовой Альбине Ивановне.
которая продолжит рассказ о Визикубе как средстве развития детей дошкольного возраста. Доброе утро, Альбина Ивановна. Доброе утро, уважаемые родители и коллеги. Татьяна Григорьевна так подробно все рассказала, что мне остается только предложить вашему вниманию авторскую разработку Визикуба. Можно его еще назвать Визибоксом. Если это сделали мы, то ваши папы обязательно, у ваших пап обязательно это получится. Приятного вам просмотра и внимания на экран. Визикуб – это палочка-выручалочка и для педагогов, и для родителей. При помощи такого вот тренажера дети определяют способ работы с каждой мелкой деталью, а родители при этом могут не опасаться за жизнь своих чад. Визикуб позволяет удовлетворить детское любопытство и снизить интерес к реальным опасным аналогам. И при наличии элементов разной сложности можно говорить, что ребенок будет играть с ним не один год. Двигая дверные цепочки, бусины, кольца от карниза или замки молнии, ребенок развивает мелкую моторику рук и изучает заинтересовавшие его предметы. Нейронные сигналы от пальцев рук передаются в мозг, что благоприятно влияет на интеллектуальное, речевое, сенсорное и физическое развитие ребенка. Также Визикуб может использоваться и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ведь они частично лишены возможности предметно-практической деятельности, ограничены в игровой деятельности, что негативно сказывается на формировании высших психических функций. И существует необходимость в помощи такому ребенку в преодолении вместе с ним трудностей. Хороший Визикуб способствует развитию мелкой и крупной моторики. Это способность управлять своим телом, совершать мелкие движения пальчиками, чтобы достигнуть поставленной задачи. Это умение только начинает развиваться в возрасте 1 года. Развивает логику и причинно-следственные связи. Малыш видит, какие его действия приводят к каким результатам, и понимает, что нужно сделать, чтобы открыть дверцу. Развивает память, особенно зрительную, звуковую, тактильную. Чем больше стимулов, тем лучше развитие. Развивает усидчивость и концентрацию внимания. То, что не свойственно детям изначально. Например, желание ребенка открыть дверцу на замке будет заставлять его сосредоточиться на своих движениях и довести дело до конца, как бы сложно ни было. Развивает настойчивость в достижении цели. Если ребенок не требует от вас помощи, не вмешивайтесь. Дайте ему возможность сделать самому. Радость от достижения цели укрепит его веру в собственные силы и повысит самооценку. В процессе игры с Визикубом ребенок обязательно получит новые знания. Играя, малыш учится самостоятельно совершать те или иные действия снова и снова. Все получается не гладко и не сразу, но это только подстегивает стремление научиться. Таким образом, ребенок обучается самостоятельности, усидчивости и концентрации внимания. Можно использовать самые простые игровые задания и упражнения. Речевое развитие напрямую зависит от развитости мелкой моторики. Для этого используется шнуровка. Шнуровка тренирует силу пальцев, подготавливает руку к использованию письменных принадлежностей. Развивается сенсомоторная координация, глазомер, дается бытовой навык, формируются волевые умения. Шнуровка дает отличный простор для фантазии взрослого. Можно придумать сказку про девочку Машу или про мальчика, которые не умеют завязывать шнурки, им срочно нужна помощь с этим сложным делом. Шестеренки используют для развития вращательной функции кисти, умения координировать и направлять движение руки, развитие последовательного мышления. С этим элементом можно изучать цифры, считать количество кругов. Шестеренки ассоциируются у современных детей с определенными персонажами мультфильмов. Это можно использовать, придумывая сказочную историю для этого элемента.
Теперь ключик вытащи, повесь. Сними замочек. Нет, ты вытащи теперь его. Ага, вытаскивай. Ну, попробуй сообразить, как его нужно повернуть, чтобы его вытащить. Умница. Повесь замочек там, где ключик. Там же, где ключик. Открывай теперь. Ой, кто тебя тут встречает? Ну включи, что там? Опа! Ты молодец, видишь, тебя мышонок встречает, да? В Безикуб включены задания на счет в прямом и обратном порядке. Упражнения для сенсорного развития. Учим ребенка распознавать фигуры. Начинаем с изучения основных фигур. Треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал. Какая фигура? Называй. Какого цвета? Как фигура называется? Какого цвета? Называй цвет. Красного. Желтый. Что? Овал. Молодец. Следующая игра «Назови детеныша животных». У собаки кто ребенок? У утки как зовут детеныша? Как зовут детеныша? Утенок. У козы кто? Козленок, да? Козленок. У коровы как зовут детеныша? Теленок. А у кошки? Котенок. У курицы? Цыпленок. Это домашние животные, да? Для развития зрительно-моторной координации, то есть согласованного движения руки и глаза, использована игра вертикальные палочки. Безикуб – это полноценное дидактическое пособие, которое способствует гармоничному развитию и рекомендуется многими педагогами и специалистами. Обилие объектов для исследования различных функций, форм, фактур и цветов стимулирует быстрое развитие ребенка. Современная наука доказала пользу тактильных и визуальных стимулов на развитие мозга ребенка.
Уважаемые слушатели, по любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут бесплатную консультацию. Записаться на консультации можно по телефону или по электронной почте, которую вы видите на экране. Уважаемые родители, коллеги, наша встреча подошла к концу. Нам хочется надеяться, что мы смогли вам рассказать и в полной мере раскрыть тему о различных видах безикубов и обсудить вопросы о том, как устроена игровая панель, с какого возраста рекомендуется использовать безикубы, безиборды, и о том, как правильно их подбирать. Мы будем очень вам благодарны за несколько слов отзывов или комментариев. Желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч. До свидания.